Режим ЧП в ряде областей и районов продолжается, и снятие его зависит исключительно от эпидемиологической ситуации в стране. В том числе вопрос продления или ослабления карантинных мер зависит от результатов борьбы с распространением коронавируса по республике. Медики делают все необходимое для остановки эпидемии, демонстрируют вполне хорошие результаты в лечении. Однако, к сожалению, каждый день выявляются все новые заболевшие. За сутки из стационаров выписано 20 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. В Бишкеке 4, в городе Ош-4, в Джалабадской области 8. При выписке у всех результаты анализов отрицательные. Всего за время неблагополучия выписано с выздоровлением по стране 322 пациента. В то же время за прошлые сутки по республике зарегистрировано 25 новых случаев. В Ошской области 3 случая, в городе Ош 3, в Нарынской области 9 случаев, в Чуйской области 4 случая, в Бишкеке 6 случаев. Общее количество кыргызстанцев, у которых анализы показали наличие COVID-19, достигло 656. И больше всего коронавирусных пациентов по-прежнему в Орской области и в столице. Важно отметить, что это общее число подтвержденных случаев, но половина диагностированных уже выписана домой. На сегодня все больные с коронавирусной инфекцией получают лечение бесплатно. Но для государства это немалые расходы. У нас еще пока не считали, отмечает Минздраве, в какую сумму обходится системе один пациент. А вот в Узбекистане такие расчеты сделали. Если у больного состояние удовлетворительное, то побороть инфекцию в его организме обойдется в $3000. А если ему требуется реанимация – 6000. 14 дней для каждого находящегося на обсервации требует более $230. Минздрав Узбекистана сообщил, что на одного больного с коронавирусом в Узбекистане расходуется $3000. А сколько расходуется на одного больного в Кыргызстане? Вы знаете, сейчас на сегодня мы еще не успели подсчитать тот социально-экономический ущерб от каждого случая. Но, наверное, примерно такие же расходы тянет наша страна на лечение, на медицинское обслуживание. В стационарах, то есть на госпитализации, продолжают оставаться 326 человек. Большая часть из них чувствует себя хорошо, и только 12 в тяжелом состоянии. Они нуждаются в особом внимании врачей, интенсивной медицинской заботе, 5 и вовсе в реанимации. Каждую жизнь доктора отбивают у этой заразы, которая сегодня бесчинствует по миру. Спасти не удалось 8 человек, как раз из самой уязвимой категории – пожилых. Коронавирусная инфекция, она характерна тем, что поражает и приносит большие проблемы среди людей пожилого возраста. Вот поэтому у нас тоже из числа умерших, большинство из них люди старше 60-70 лет. Есть умершие, которым было за 80 лет. Соответственно, были сопутствующие хронические заболевания. И, естественно, когда в таком состоянии человек встречается с коронавирусной инфекцией, это приводит к таким последствиям. Коронавирус, как любая другая инфекция, имеет свой инкубационный период. Однако точные его сроки, особенности протекания до сих пор точно не установлены. Уж слишком быстро он мутирует и по-разному себя ведет. У кого-то вирус может проявить себя в течение 14 суток, у кого-то позднее. Бывает, что тест показывает наличие COVID-19 со 2-го или 3-го раза. Поэтому по всему миру применяется механизм 2-недельного и более долгого режима изоляции на обсервации или дома. Сегодня под наблюдением врачей людей, у которых были контакты с инфицированными, более 8000. Кого-то надо обязательно посетить, а кому-то уже просто можно позвонить и собрать данные посредством вопросов о самочувствии. Количество контактных лиц на сегодня составили 2548 человек, которые находятся под тщательным медицинским наблюдением. Мероприятия по обсервации и карантинизации продолжаются. На сегодня 942 человека находятся в обсервационных условиях. Им проводится лабораторное тестирование, проводится анкетирование. И, соответственно, по результатам анализов мы переводим их под домашний карантин, где продолжается наблюдение за ними в течение 14 дней до получения отрицательных результатов. И дальше мы
будем еще дальше проводить популяционное наблюдение дальше. Лабораторных исследований за все время вспышки в республике провели уже более 44 тысяч. Только за последние сутки исследований ПЦР сделали 3925. В данное время этот вид диагностики коронавируса основной. Для этих целей развернуто 9 лабораторий. И все они работают в полную мощь, чего, к сожалению, не было на первых этапах борьбы с коронавирусом в Кыргызстане. Недостаток материалов для ПЦР, как и нехватка средств индивидуальной защиты, во многом не позволили сдержать распространение COVID-19. Из-за этого все потенциальные зараженные не были своевременно обследованы, а врачи защищены. Из числа вновь выявленных лиц за сутки 10 случаев составили работники медицинских организаций, сотрудники, из которых в Нарынской области 6, в Волжской области 2, в городе Ош 1 и в Бишкеке 1 случай. Общее количество заболевших медицинских работников составляет 172, из которых 50 врачи. Ранее, отмечу, сообщалось о 12 инфицированных милиционерах. По данным Нурбулота Усимбаева, новых заразившихся среди работников силовых структур не выявлено. Нет заболевших и среди сотрудников МЧС. Между тем, уже сегодня, 24 апреля, дата, которая, по некоторым прогнозам, должна стать переломной для эпидситуации в Кыргызстане. Многие государства уже фиксируют спад заражения. Первыми, кто ее пережил, конечно, был Китай. Сегодня эпицентр заразы Ухань потихоньку с опаской пробует возвращаться к жизни. В Италии с 4 мая планируют ввести некоторые послабления карантина, которые действуют в этой европейской стране с 10 марта. Число выздоровевших от коронавируса за последние сутки там превысило число тех, у кого только-только выявили COVID-19. Итальянские врачи назвали это переломом в борьбе с коронавирусом. А какие выводы делают ученые и медики у нас? По нашему анализу, пик должен был пройти на этой неделе. Но если посмотреть эпидемиологические параметры, у нас не было отмечено резкого высокого роста. Кривая идет довольно сглаженно. Можно сказать, что за последние дни ситуация стабилизировалась. У нас продолжается анализ, мы должны правильно оценивать эпидемиологическую ситуацию. В последние недели зафиксировано от 25 до 40 зараженных. На сегодняшний день под наблюдением врачей находится около 8,5 тысяч человек, контактировавших с больными. Мы продолжаем контролировать их. Я далек от мнения, что будет заболеваемость расти. Сейчас можно сказать, что есть основания для спада эпидемии. Однако, даже если в нашей республике режим ЧП не будет продлен после 30 апреля, расслабляться совершенно безрассудно, отмечают в Минздраве. Там говорят, что в ближайшее время необходимо жить в условиях карантина с соблюдением все тех же мер предосторожности. И это не просто строгая гигиена, а прежде всего социальное дистанцирование, не только на улицах, но и на рабочих местах. Но все-таки говорить об отмене режима ЧП еще рано. ВОЗ сегодня предупреждает мир о второй волне коронавируса и призывает страны, которые пережили пик эпидемии, сохранять бдительность. Специалисты Международной медицинской организации отмечают, что вопрос второй вспышки даже не стоит. Он заключается в том, хватит ли нам времени передохнуть перед ее наступлением. О необходимости поэтапного возобновления экономической деятельности в стране заявил президент Сооронбай Жээнбеков. Сегодня он принял первого вице-премьера Кубатбека Боронова. Правительство, по словам главы государства, должно обеспечить надлежащее завершение весенне-полевых работ. При постепенном снятии ограничений для бизнеса президент считает, что на всей территории страны должны быть продолжены все санитарно-эпидемиологические мероприятия в усиленном режиме. Боронов, в свою очередь, заверил, что эпидситуация полностью находится под контролем правительства. Сейчас, по словам чиновника, все контактные лица с зараженными взяты на учет. С ними проводится соответствующая работа, берутся анализы. При отрицательном результате также они находятся под наблюдением врачей или под домашним карантином. Мы сегодня считаем, что мы полностью взяли на контроль всех больных и контактных лиц. Но второй этап нашей работы теперь заключается в том, что мы должны провести работу по выявлению, скажем, тех наших больных людей, которые на сегодня, скажем, или сами не знали, что они были в контакте, как-то, скажем, заболели, или кто-то скрыл свое контактное лицо. Сейчас вот на уровне, скажем, местных властей будет проводиться эта работа, и в течение недели, пока у нас есть время до конца, скажем, чрезвычайного положения, мы полностью хотим
значит, сделать обход повсеместно, особенно новостроек и тех местах, где, скажем, густонаселенных наших, скажем, населенных пунктах. В Бишкек сегодня из Стамбула прилетел еще один самолет с кыргызстанцами на борту. Всех их, как отмечается, сразу же разместили в обсервационных пунктах столицы. Напомним, неделю назад из Турции на родину были доставлены 212 кыргызстанцев. Среди них только у одного был выявлен коронавирус. Остальные были отпущены на домашний карантин. Всего с начала вспышки коронавируса в мире в Кыргызстан были доставлены почти 7 тысяч наших соотечественников. Из них большая часть из России, Турции, Арабских Эмиратов, Индии, Египта, Таиланда, Китая, а также из других стран. Еще порядка 4 тысяч кыргызстанцев сейчас хотят вернуться на родину. В МИДе отмечают, что диппредставительствами на местах сейчас составляются поименные списки граждан и изыскиваются пути и маршруты возвращения их на родину. Меж тем, кыргызстанцы, которые сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, требуют открытости по распределению средств, выделенных на их поддержку. Свое обращение они опубликовали в соцсетях. Напомним, накануне стало известно, что из госбюджета для поддержки соотечественников в России было выделено 10 миллионов сомов, а для кыргызстанцев в Эмиратах 5 миллионов сомов. Так вот, граждане, застрявшие в Эмиратах, сообщают, что посольство в Абу-Даби несправедливо распределяет эту помощь, ставя в приоритет тех, кто уже ранее купил билеты на рейс в Бишкек, еще до выделения 5 миллионов сомов. Напомним, из Эмиратов планируется 3 чартерных авиарейса 26 апреля, 3 и 10 мая. Всем добрый день, меня зовут Хайрат, я нахожусь в городе Дубай, в Арабских Эмиратах, прилетел сюда в начале марта. Здравствуйте, меня зовут Акунова Айджан. Я являюсь гражданкой Кыргызской республики и на данный момент нахожусь на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Здравствуйте, меня зовут Куным, я гражданка Кыргызстана. Прилетела в Арабские Эмираты, город Дубай 9 марта. Я в такой ситуации не один. Граждане Кыргызской республики, попавшие в беду и оставшиеся без работы и средств на существование в такой дорогой стране, как Объединенные Арабские Эмираты, около месяца ждали возможности вылететь на родину. Но в связи с тем, что процесс задержался, затянулся и отнял у нас около месяца, людям приходилось продолжать снимать жилье и покупать минимальный пакет продуктов питания. Финансы заканчиваются и нет возможности приобрести билет домой. Просьба помочь с приобретением обратного билета в Кыргызстан. Спасибо. Ранее волонтерами и небезразличными лицами еще до получения помощи в размере 5 миллионов сомов был составлен список граждан, у которых не хватает средств на приобретение авиабилетов. И, как я говорила ранее, по какой-то непонятной причине в приоритет на оказание этой самой помощи из госбюджета оказались люди, которые уже имеют на руках авиабилеты. Генконсульство поставила их в приоритет и отказывается помогать тем, у кого нет на руках авиабилетов. И мы требуем помощи из выделенных средств, так как решение должно соответствовать его проблеме. И основной проблемой является то, что мы не можем вылететь. И если мы не можем вылететь, мы будем вынуждены остаться здесь без средств на существование, без работы. До того, как откроется авиасообщение, никто не знает, сколько времени это займет. И мы требуем прозрачности по делу выделенных средств и просим о содействии в решении нашей проблемы. И мы хотим быть услышанными. Очередной брифинг в пресс-центре республиканского штаба. О ситуации в городе комендант столицы Алмаз Урзалиев. Сегодня стало известно, что задержан мужчина, который продавал поддельные пропуски по 1500 сомов. Сообщается, что при проведении следственных мероприятий у 30-летнего гражданина были изъяты поддельные печати и готовые пропуски. Выявить мошенника помог журналист телеканала НТС. Благодарность журналисту Алымбаеву Нурису, благодаря его активной гражданской позиции, был выявлен факт сбыта поддельных пропусков от комендатуры и справок о занятости. Совместно я с Алымбаевым Нурисом, сотрудники органов внутренних дел, был задержан гражданин БЭ 90-го года, который продавал поддельные пропуски
по 1500 сомов. Значит, при проведении следственных мероприятий у данного гражданина было, значит, изъято печати поддельные клише, поддельные пропуски. Я еще раз хотел бы поблагодарить Алымбаева Нуриса. Я думаю, что это очень хорошая гражданская позиция. Комендант рассказал и о участившихся фактах семейного насилия. С 24 марта по 24 апреля 2019 года было зарегистрировано 100 фактов. За этот же период 2020 года 162 случая. Из-за участившихся случаев насилия в семье комендатура рассмотрит вопрос возобновления деятельности кризисных центров. Вопросов о гендерном насилии я не случайно сегодня поднял эту проблематику. Возросли случаи насилия, и это начинает беспокоить общественность. Готов ли комендатура дать добро работе кризисных центров? Сможет ли обеспечить безопасность временным местам нахождения жертв насилия? Да, мы можем рассмотреть данный вопрос, но при одном условии, что если кризисные центры будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, именно в связи с тем, что там будет определенное скопление людей. Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, комендант Алмаз Урзалиев уточнил, какие сферы будут запущены в первую очередь, если карантин не продлят. В первую очередь это, наверное, стройки, это станции технического обслуживания, это вулканизации, это такси, но еще раз хотел сказать, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, не более 2 человек не более 2 пассажиров в одной машине. Еще раз хотел бы, предупредить, все, что мы какие предложения даем, это все должно быть связано со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Комендант Аша на очередном брифинге поздравил всех мусульман со священным месяцем Рамазан. Выразил надежду, что нарушителей в этот период будет меньше. Проинформировал, что за минувшую ночь 7 человек нарушили комендантский час, среди них 2 пьяных водителя. В отношении них были составлены протоколы. Остальные 5 делались предупреждениями. После окончания комендантского часа их отпустили по домам. Ежегодно в священный месяц Рамазан уровень преступности падает, что очень хорошо. Думаю, и в этом году будет так же. Например, сейчас в Волжской области в день мы регистрируем от 10 до 15 преступлений. С 25 марта только 2 дела остаются нераскрытыми. Но, признаюсь, за всеми не уследишь. Жители жалуются, что некоторые граждане балуются алкоголем и шумят во дворах. Будут факты? Звоните. 17 преступлений зафиксировано в Джалалабадской области. В Сузакском районе и городе Джалалабад, где действует режим ЧП, комендантский час нарушили 5 человек. Я прошу граждан, не нужно приходить за пропусками в комендатуру. Вы можете оформить заявку и получить документ в онлайн-режиме. Для этого работает платформа Түндүк. В настоящее время около 630 человек подали заявку, но одобрено лишь 20 заявок. Также в социальных сетях распространилась информация о том, что 2 человека заразились коронавирусом в изоляторе временного содержания. Это неправда. 17 апреля 9 человек сдали анализы, у всех результаты отрицательные. Уже 9-й день, как жители города Нарын и Атбашинского района живут в режиме ЧП. За минувшую ночь за нарушение комендантского часа были задержаны 6 человек. Также комендант рассказал, что в Атбашинском районе проведены дезинфекционные мероприятия с помощью дронов. Кубатхон Шпекулы, Диас Сакимбаев, НТС. Бишкекская милиция начала досудебное производство по факту ночного ДТП в 12-м микрорайоне столицы. Примерно в 1:30 ночи на пересечении улиц Каралаева и Кутубаева машина Subaru Legacy на большой скорости протаранила 7 припаркованных автомобилей. Очевидцы говорят, виновник ДТП и его пассажир были в нетрезвом состоянии. В комендатуре отмечают, что назначена экспертиза. Пока неизвестно, находился ли водитель в алкогольном опьянении и был ли у него пропуск на передвижение по городу во время комендантского часа. Водитель и его пассажир с различными травмами сейчас находятся в больнице. Врачи сообщают, что их состояние стабильное, травмы не тяжелые. Авария произошла. Набережная, выезд на Бетонку.
7 машин зацепил. Ехал сверху вниз. Нервы у некоторых уже не выдерживают. На въезде в село Арашан женщина разнесла шлагбаум санитарно-карантинного поста и на машине снесла бетонный блок. Дежурившие на этом посту местные жители отмечают, что у нее была высокая температура и что при ней не было разрешительных документов на проезд. Позже женщина рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она спешила в больницу. Когда она подъехала к посту, дежурные не стали смотреть ее документы и потребовали, чтобы она ехала другой дорогой, которая заняла бы больше времени, и она не успела бы к врачу. Женщина также заявляет, что дежурные были без масок и тепловизоров, и опровергает, что жаловалась на высокую температуру. Швейцария поможет продуктами стационарным социальным учреждениям Кыргызстана по линии продовольственной программы ООН. Об этом сообщили в представительстве организации в нашей стране. Сумма гранта составляет $196,5 тысяч. Отмечается, что на эти деньги планируется обеспечить дома престарелых, детские дома, школы, интернаты трехмесячным продовольственным рационом, по 75 килограммов обогащенной пшеничной муки и по 8 литров масла на одного человека. Такая помощь, как отмечается, позволит обеспечить продовольственную безопасность жителей стационарных учреждений в условиях роста цен на продукты и позволит администрациям этих объектов высвободить средства на усиление санитарии и гигиены. Еще одна партия гуманитарной помощи из Китая едет в Кыргызстан. На днях, как сообщает республиканский штаб, в Гуанчжоу, который является городом-побратимом Бишкека, состоялась церемония отправки гуманитарного груза. Его на этот раз подготовило народное правительство города при содействии Ассоциации производителей строительных и отделочных материалов провинции Гуандун. Партия, включающая средства индивидуальной защиты для медицинских работников, маски, термометры, направляются в Бишкек и Ош для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Отметим, ранее помощь городу-побратиму Ашу оказало народное правительство города Фошань. Перенести парламентские выборы на весну следующего года и вместе с ними в один день провести отмененные местные выборы, предлагает депутат Дастан Бекешев. Но перед этим, как считает парламентарий, нужно внести поправки в Конституцию, чтобы сократить число депутатов Джохорку Кенеша до 30 человек. Это, как считает Бекешев, можно будет сделать после того, как в сентябре закончится срок моратория на внесение изменений в основной закон страны, и сокращение числа депутатов позволит сэкономить государственные средства. По словам депутата, после пандемии коронавируса страну ждут экономические потрясения, и чтобы сгладить удар, госаппарату нужно войти в режим жесткой экономии. Помимо сокращения депутатского корпуса, Бекешев предлагает также максимально оптимизировать структуру правительства, упразднив госорганы с дублирующими функциями. На следующей неделе в парламенте запланировано принятие чрезвычайного бюджета. По многим статьям, как сообщил Бекешев, будет значительное сокращение расходов.